дорогие наши гости. Здравствуйте. Я думаю, что не стоит напоминать, сколько сил отняла война, сколько вырвало из созидания, творчества, жизни и особенно людей молодых. Да и год послевоенного переустройства требовалось прежде всего материальное благоустройство. В конце 50-х годов советское общество вступает в период развитого социализма. Да. Вот оно, время новых идей! Жизнь представлялась в совсем других красках. Раны войны затягивались, страна строилась. Людям хотелось не просто жить, а жить красиво. В 1961 году Никита Сергеевич Хрущев заявил: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Космос. Конечно, это главный символ. Пик, вершина 60-х. Хочу заметить вам, что начало 60-х – это время эйфории. Настроение в обществе такое. Поднажмемся, ну построим базу для коммунизма, обгоним Америку, потому что мы лучшие, мы вытерпели страшное, и теперь у нас только хорошее впереди. Небывалый рост жилищного строительства. Да, так вот она, моя квартира! Дорогие гости, добро пожаловать к нам. Утро начиналось с новостей. В каждый дом, в каждую семью приносили свежую газету. Хозяин брал номер в руки и читал. Строительство телецентра в Алдане. Совет министров Якутской АССР принял постановление о строительстве в городе Алдане телецентра. Его сооружение начнется во втором полугодии 1969 года. Сооружение телецентра будет вести Алданское строительно-монтажное управление. А вот смотрите, сегодня мы объявляем конкурс на лучший детский рисунок и снимок «За что я люблю свою родину». Конкурс посвящен 40-летию присвоения имени Ленина Всесоюзной пионерской организации. В начале 60-х начинается строительство Куранарской ЗИВ. И указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении товарища Косыкина председателем Совета Министров СССР. Все спортзал. Поговорим, поспорим. Ну почему так мало активистов-мальчишек? В чем причина? Почтамт барабанов ждет ваших писем. Но если на этот вопрос захотят ответить и девочки, пожалуйста. Актив – наша опора. Степная газета «Разведчик недр» является органом партийной, комсомольской и профсоюзной организации, Тевтоново-Чурской комплексной экспедиции. За время существования газеты выпущено 87 номеров. Уже в нынешнем году увидели свет 4 номера «Разведчика недр». На днях молодые строители Сибири и Дальнего Востока собрались в Красноярске на слет. Конечно же, средства массовой информации играли огромную роль в жизни общества, частично контролируя различные сферы деятельности. В периодической печати выходили такие популярные рубрики, как «Нам писали», «Что сделано», «Письмо позвало в дорогу», «Народный контроль», ну и так далее. А радио? Страна просыпалась в 6 утра под звуки гимна Советского Союза. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки великая Русь. Да здравствует созданный горем народа, единый могучий Советский Союз. Замолкала радиоточка в полночь. Одна из шуток эпохи проводного радио, уходя ночью из гостей, клавишу громкости умолкнувшего аппарата повернуть на максимум.
вещание в СССР ведется на 6-9 языках Советского Союза. Программы стараются освоить все слои населения. Так выпускаются передачи от пионерской зорьки до в рабочий полдень. От литературных чтений до для тех, кто в море, полевая почта юности, бюллетень розыска родных. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Вначале ходьба на месте. Встаньте прямо. Голову не опускать. Плечи слегка назад. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Именно с утренней зарядки начинались рабочие будни многих жителей Советского Союза. Призыв делать бодрящую утреннюю гимнастику звучал из всех средств существующей массовой информации. Такие программы позволяли сохранять бодрость духа и, конечно, сохранять хорошую спортивную форму. Так с самого утра вся страна под музыку подпрыгивала на месте, приседала, махала руками и шагала. Цель такой зарядки – ускорить пробуждение организма и привести его в работоспособное состояние. Советская утренняя зарядка – это настоящий домашний комплекс упражнений. Школа. Конечно, каждый по-своему проживал это время. Вы, наверное, помните школу 60-х? 60-е – это расцвет школы в истории советской системы образования. В то время образование играло не только важную роль в общественной жизни, в воспитании личности, но и было важным элементом формирования таких качеств у молодого поколения, как патриотизм и воспитание коммунистических идей. В 60-е годы школы стало обязательным всеобщее 8-летнее образование. Условно школа делилась на начальное звено, это с 1 по 3 класс, неполное среднее с 4 по 8 и полное среднее. Сначала это были 9, 10 и 11 классы, а впоследствии десятилетка, 9 и 10 классы. Знания давались фундаментально, систематично, категорично. Алгебра и геометрия, химия и физика, биология и история, русский язык и литература. Все необходимо было учить добросовестно. А если исписывать, то только так, чтобы учителя и особо щепетильные одноклассники не заметили. Науки изучались, домашние задания делались, книги читались. Ну и, конечно же, дети шалили, позволяя себе мелкие шалости или не очень. А потом краснели на ковре у директора, ну и пионерского актива. Естественно, возвращаясь на путь истинный. Параллельно с учебой велась пропаганда коммунистического образа жизни. Все должны были дети соответствовать задачам великого Ильича. Учиться, учиться и еще раз учиться. Родители не сидели со своими отпрысками за домашними заданиями в силу своей занятости. Поэтому ученикам приходилось выполнять их самостоятельно и во что бы то ни стало. Ведь жизнь у них тоже была весьма насыщенной. Многим ребятам приходилось помогать своим родителям по дому, следить за младшими братьями и сестрами. А деревенские школьники, к тому же, помогали своим родителям на огородах по уходу за домашними животными. Особое внимание уделялось, конечно же, внешнему виду учеников. В 60-х годах 20 века форма была единой и обязательной для всех. Мальчишки Носили черные гимнастерки с белым воротничком и обязательно пионерский галстук. а девчонки одевали коричневое платье с длинным рукавом и фартуки. Повседневный, черный и праздничный, кипенно-белый. Разрешались небольшие кружева на воротничках и манжетах.
Такая форма школьной одежды не совсем ушла в прошлое, и сегодня некоторые выпускницы российских школ на свои последние звонки надевают такую форму, чтобы почтить прошлое и отдать дань прошлым традициям. Но есть одна особенность, которая вряд ли вернется в школьную жизнь. Это использование перьевых ручек, чернильниц, непроливаек и промокашек, которые шли в комплекте с тетрадями. Между прочим, поля в них приходилось расчерчивать красным карандашом самостоятельно. Вот мы и предлагаем вам экскурсию по нашей квартире-музею. Вы можете полистать журналы прошлых лет, расчертить поля Проходите, дорогие. в ученической тетради и пописать пером. Дать интервью нашим корреспондентам. И посидеть за нашим круглым столом. Проходите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Посмотрите. Можете заглянуть в наш гардероб. Можете посидеть на нашей кровати.
пожалуйста. Но черта с вами, черта с вами, вы все такими будете. Поэт в России больше, чем поэт. И голосом ломавшимся моим мое ломавшееся время закричало. Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее. Как из наследников Сталина вынести? Над Бабьим Яром памятников нет. Крутой обрыв, как грубое надгробие. Мне страшно. Мне сегодня столько лет, как самому еврейскому народу. Это время было очень странным, когда простую честность признавали смелостью. Танки идут по правде, которая не газета. Страшно, если слушать не желают. Страшно, если слушать начинают. Вдруг вся песня в целом-то мелка. Вдруг не все ничтожно будет, кроме этого мучительного скорбью. Граждане, послушайте меня. Что ж ты оратор, что ж ты пророк? Ты растерялся, промок и продрог? Кончились пули, сорван твой голос, дождь заливает твой костерок. Тишины хочу. Тишины. Нервы, что ли, обожжены? Тишины. Он приплыл со мной с того берега, заблудившись в лодке моей. Не берут его в муравейники, с того берега муравей. Через месяц на щепке, как беринг, приплывает он к семье своей. Но ответит ему с того берега: С того берега, муравей! Все начинается с любви. Твердят, вначале было слово, а я провозглашаю снова. Все начинается с любви. Все начинается с любви. И озарение, и работа. Глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. С любви. Я это точно знаю. Все. Даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. Все начинается с любви. Мечта и боль, вино и порох. Трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. весна шепнет тебе: живи! И ты от шепота качнешься И выпрямишься. и начнешься. Все начинается с любви. Весной. Весной в ее начале я, опечалившись, жила. Но там, во мгле моей печали, о, как я счастлива была, когда в моем дому любимом и меж любимыми людьми плыл небесам опасным дымом избыток боли и любви. Кем приходились мы друг другу, никто не знал. И все равно нам, словно замкнутому кругу, терпеть единство суждено. И ты, прекрасная собака, ты тоже здесь. Твой долг высок в том братстве, где собрат собрата терзал и пестовал, как мог. Но в этом трагедийном детстве былых и будущих утрат свершался словно сон о детстве
спасающий меня антракт. Когда к обеду накрывали, и жизнь моя была проста, и Александры Николаевны являлась гордость и краса. Когда я на нее глядела, я думала, не зря, о нет, а для таинственного дела мы рождены на белый свет. Не бесполезны наши муки, и выгоды не сосчитать. За тем, что знают наши руки, как холст и краски сочетать. Не зря обед готов и пахнет. Все губы детские обеты и яства детские твердят. Не зря средь праздника или казни то огненные, то вдруг черны. Несчастным или прекрасным, и к этому обречены. Браво! 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 Человеку надо мало, чтоб искал и находил, чтоб имелись для начала друг один и враг один. Человеку надо мало, чтоб тропинка вдаль вела, чтоб жила на свете мама, сколько надо ей жила. Человеку надо мало, после грома тишину, голубой клочок тумана, жизнь одну и смерть одну. Утром свежую газету с человечеством родство. И всего одну планету, Землю, только и всего. И межзвездную дорогу да мечту о скоростях. Это в сущности немного. Это, в общем-то, пустяк. Невеликая награда, невысокий пьедестал. Человеку мало надо, лишь бы думал кто-то, У поезда застыв, задумавшись, в глазах бездонное черно, стояли девушка и юноша, не замечая ничего. Как будто все узлы развязаны, и все, чем жить, уже в конце. Ручьями светлыми размазаны слезинки на ее лице. То вспыхивает, не стесняется, то вдруг, не вытирая щек, таким сиянием осеняется, что это больно, как ожог. и руки их переплетенные. 4 вскинутых руки, без толмача переведенные на все земные языки. И кто-то крикнул: ненормальные. Но сел, прерывисто дыша. К ним, как к магнитной аномалии, тянулась каждая душа. И было стыдно нам, и боязно, но мы бесстыдно все равно по-воровски на них из поезда смотрели в каждое окно. Глазами жадными, несметными скользили по глазам и ртам. Если все, чем в жизни мы бессмертны были Тем, тем, что было там. А поезд тронулся, и буднично. Неужто это нас зажгла? С авоськой, будто бы из булочной она из тамбура вошла. И оказалась очень простенькой, и некрасиво, и рабка. И как-то неумело простыни взяла из рук проводника. А мы уже тверды, как стойки. Твердили бодро, ну, смешно, и грохало. И лихо грохало о столике отчаянное домино. Лились борщи наваром рады, гремели миски, как там-там. Летели версты, пело радио. А где-то там, вдали, в глубинках, на скрещении воспоминаний или рельс, стояло жгучее свечение и озаряло все окрест. И двое, раннее утро, раннее, Перекрывая все гудки, печаль вечная, бескрайняя, 4 вскинутых руки.
совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Целый день во дворе суета, во дворе суета. Загоняю с дороги кота. Только песня совсем не о том, как гонялся весь год за котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Успеваете? Сядет кошка твоей за ручку, приходила стучаться коту. Только песня совсем не о том, как мурлыкала кошка с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Кота шея до хвоста, быстрее, чем сама чернота. Да и песен домов, чем о том, как обидно быть черным котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Только черному коту и не везет. Хотя во сне, давай увидимся с тобой. Пусть хоть во сне твой голос зазвучит. А за окном не то дождем, не то крупой с утра заладила. И вот стучит, стучит. Как ты необходимо мне теперь увидеть бы, запомнить все подряд. За стенкой о чем-то говорят, не слышу. Но, наверное, о тебе. Наверное, я у тебя в долгу. Любовь, наверное, плохо берегу. Хочу услышать голос. Не могу. Лицо пытаюсь вспомнить. Не могу. Давай увидимся с тобой хотя бы во сне. Ты только скажешь, как ты там. И все. И я проснусь. И станет легче мне. Наверное, завтра почта принесет письмо твое. А что мне делать с ним? Ты слышишь? Ты должна меня понять. Всего пройдет 4 дня. 4 дня. А что за эти дни случилось? Разве в письмах я прочту? Как эхо от грозы придут они. Давай увидимся с тобой. Я очень жду. Хотя бы во сне. А то я не стерплю, в ночь выбегу без шапки, без пальто. Увидимся давай с тобой, а то тебя сильнее я полюблю. Приснись мне сегодня, пожалуйста. Я так по тебе скучаю. Только приснись не из жалости, а так, случайно. Приснись мне родным и внимательным.
каким наяву не бываешь. И любящим. Обязательно. Хотя бы во сне. Понимаешь? Приснись мне. А то я уже забываю, что нужно любить себя и беречь. Приснись. Не сердись. Я ведь тоже живая. Приснись. Прикоснись. Можешь рядом прилечь. Приснись неусталым, тяжелым, покорным. Приснись, как горячечным грезится лед, как снятся мужья своим брошенным женам, как матери сын, а ребенку полет. И вот я ложусь, закрываю ресницы, считаю до сотни и падаю вниз. Скажи, почему ты не хочешь присниться? А может, ясно и забываю? Приснись. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое свое. И нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и этой незаметностью дружил, он был интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. Если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да, многому остаться суждено, но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных, но что мы знали в сущности о них? Что знаем мы про братьев, про друзей, что знаем о единственной своей, и про отца родного своего. Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди. Их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Дорогие друзья, попробуйте угадать, из каких фильмов сейчас вы увидите отрывки. Эй, повариха! Девчата. А вы всегда в шапке танцуете? Разрешите вас пригласить? С такими я не танцую! Совершенно верно, это фильм «Девчата». Желательно бы, чтобы молодежь в этом поучаствовала, вспоминала, да? Мы старшему поколению дадим потом после них исправить эти недочеты. Товарищи, я, конечно же, не лектор. Говорите, говорите. Укротитель я. Товарищ укротитель, а вы мышь укротить можете? Там в кладовке мышь живет. Нет, мышь не могу. Понимаете, товарищи, мышь – это мелкий хищник, а я работаю по крупному рогатому. То есть по
любой хищник, это самое тигру, там, льву. Так вот, я тут нарисовал этот схематично, так сказать, ну как мог, в разрезе тигра. Товарищи, тигр в основном состоит из 3 частей. Первая, передняя часть, задняя часть, товарищи, и хвост. Видно, да? В средней части находится кострец, да. Подбедрок, гальяш, грудинка, так сказать, это, ну, ливер, галье и вымя. Вымя! Где? А, так сказать, это не по-научному, а по-народному. Сбой, товарищи. Сбой. Как вы их не боитесь-то, тигров? Я это самое с детства. Да. А чем они питаются? Питаются, это... Сейчас я отвечу. А я слышал, они человеческими жертвами питаются. Да. Ну что ж, очень может быть. Да? Товарищи, посудите сами, чем ему питаться, если у него кончается и конина, и говядина, и рыбий жир? Да. Но это только в том случае, если ему нечем питаться, нет других продуктов, вот он и жрет человека. Страшно, вы такой храбрый. А как вы эту храбрость в себе воспитали? Укращены мной. Лично мной, верьте, товарищи, хотите? Спасибо. И как фильм называется? Полоса. Вот опять же, молодцы, угадали. Здесь было так тихо, пустынно и темно, что невольно хотелось совершить преступление. Естественно, актер, не получающий зарплату, будет играть с большим вдохновением. Вот насколько бы Ермолова играла бы вечером лучше, если бы днем она работала у шлифовального станка. Правда, товарищ. Да? Действительно. А знаете ли, друзья мои, не замахнуться ли нам на нашего Вильяма, так сказать, Шекспира? И замахнемся! Каждый игрок должен знать свою роль на зубок. Мы работаем, мы И знаем. нечего тут бестолково гонять по сцене. Играть нужно головой. И головой работаем тоже. Чем же еще? И не надо мне грубить, а то я вас выведу с поля, с репетиции. Какой же это фильм? Берегись. Все верно. Спасибо большое. Дорогие мои, я видела ваше желание попеть, потому что 60-е годы, это наверняка вот на двоих, вот вам листочек, пожалуйста, вам что-то самое, то есть вот для сольной партии. Сейчас мы с вами просто вспомним некоторые песни, текст 60-х. Тем более, что эти песни до сих пор многие поют и сейчас. Спасибо. Вам, пожалуйста. Конечно же, время этих песен замечательное. Тогда появились Александра Пахмутова, Добронравов, Матусовский. Знаменитые наши исполнители, любимые, которых мы до сих пор помним. Можете назвать кого-нибудь? Пеха, Кобзон. Отлично. Царова. Конечно, да, их огромное Лебедева. количество. Вы их знаете, только вы просто не можете вспомнить сейчас вот
Лев Лещенко. Это уж Лещенко чуть позже, конец 60-х, начало 70-х. Ну что ж, начнем прямо с первой песни. Не листайте, так по очереди пойдем. С чего начинается Родина? Нам будет помогать Марк Бернес, поэтому... С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца, с этой дороги проселочной, с которой не видно конца. Следующая песня гораздо веселее. Итак, ребята учатся летать, и салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать, орлята учатся летать, то прямо к солнцу пламенявый, то камнем падая на скалы, и начинает жить опять. Орлята учатся летать, не просто спорить с высотой, еще труднее быть непримиримым, и в жизни звездам борьбой, и рано нам трубить отбой, бой, бой. Орлята учатся летать. Слушай, и поем. Провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы вдоль льда. Как ни суди, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни реки разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. И следующая песня. Дымилась роща над горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцы. Пришли девчонки стоят, в сторонке платочки в руках, теребят
она, никому из ребят неприметна она. Я гляжу, если ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Прямо с крыши, потоки солнечного света, у киоска ты стоишь, а я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королеве красоты, как единственная на свете королеве.